Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Глубоко укоренившееся мнение о том, что средоточием настоящих, или, как еще говорят, чистокровных башкир является юго-восток Башкортостана, с точки зрения этнографии является абсолютно неверным. Западную и центральную части нашей республики населяют родовые подразделения, сыгравшие не менее важную роль в истории и этногенезе башкирского народа. Тому примером история древнего рода Кыбау. Башкиры рода Кыбау ныне проживают в Иглинском, Буздякском и Туймазинском районах республики. Поиск исторических корней этого родового подразделения уводит нас в седую старину эпохи Дэшты и Кыпчака. Башкирский этнограф Раиль Кузеев писал: «Топонимы и гидронимы сосновой Куба распространены на всей территории от Алтая до Кавказа. Их распространение связывается с кыпчакской эпохой этнической истории ряда народов Средней Азии и Восточной Европы». Страна кыпчаков, или Дэшт и Кыпчак, появляется на страницах восточных хроник в конце X века. В период расцвета это этнополитическое объединение охватывало огромную территорию от Иртыша на востоке до Дуная на западе, от Уральских гор на севере до Кавказского хребта и Сырдарьи на юге. Только этим фактом можно объяснить чрезвычайную разбросанность названия Куба, которую, если взглянуть на карту Евразии и обратиться к историческим источникам, можно найти на Кавказе, в Средней Азии, Сибири и европейской части России. Род Куба, следуя в потоке кыпчакских миграций, оседал там, куда достигали копыта кыпчакских аргамаков. В Азербайджане известен город Куба, в прошлом столица Кубинского ханства. Как сообщают восточные авторы Ибн Хаукаль и Якут ар-Руми, в среднеазиатской области Фергана также существовал город Куба, ныне райцентр Кува, Узбекистана. Известно название гор Куба-Тау и Куба-Даг, в Каракалпакии и Туркменистане соответственно. Реки Белая и Соленая Куба бассейна Волги, а также приток Катуни под названием Куба на Алтае. Гидроним Куба, который мы достаточно часто встречаем на территории Северной Евразии. К примеру, можно сказать о кубанском государстве, ханстве, о реке Кубань и так далее. То есть достаточно такое популярное название. И оно, безусловно, соотносится с башкирским названием Кубау. В тайной истории монголов рассказывается, что в один год Чингисхан зимовал в урочище Куба-Кайя, то есть скала Куба. Слово «Куба» и башкирский этноним «Кыбау» без сомнений связаны между собой. Немецкий ученый и путешественник XVIII века Петр Симон Паллас нынешнее село Старокубово Иглинского района именует Кубаул, то есть аул Куба. Название Кубау возникло вследствие небольшой трансформации, которая имела место и в случае с другими родоплеменными названиями. Например, наименование древнетюркского племени Теле в башкирской и казахской этнономии приняло форму Теляу. Согласно известным словарям тюркских наречений, слово «Куба» обозначает один из цветовых оттенков. По сборнику тюркского языка автора XI века Махмуда Кашгари оно означает «светло-бурый». Согласно сравнительному словарю турецко-татарских наречий Будагова, «светло-желтый».
Если обратиться к этимологическому словарю башкирского языка, то значение слова «куба» определяется как «светлый». Помимо этого значения, у данного термина есть и другие смыслы. Достаточно распространенное мнение о том, что куба означает светлый или рыжий, светло-желтый. Но есть и другое название, переводится как «славный». То есть, скорее всего, это слово имело два значения, и оно было достаточно равнозначным. Кубаир – жанр башкирской народной поэзии. Короткий поэтический сказ, исполняемый напевом или речитативом. Слово «кубаир» состоит из двух частей – «куба» – славное или светлое, и «ер» – песня. А в Башкортостане также есть этимологически схожие с центральноазиатскими топонимами Кубатау и Кубакая названия. Оказывается, возвышенность, на которой располагается ныне телецентр, башкирами рода Кыбау издревле именовалась Кыбау-Тау. Олатайым хилей тұрғайыны біз қатта Кыбау тауына, Кыбау ауылына барып ете тұрғайын едік дейіп. Мен аптырап тұрай тұрғайыны, мен де Кыбау ұл дейіп. Шунарың менге аңлатқайыны ол, Кыбау ол әліге телецентр ұлтырған орында мәңлілердің, Кыбау мәңлілерінің, Кыбау деген ауылы болған. Шул ауыл есімінен таудыла Кыбау тау деп ерткендер дейіп. Ол тауды изге тау деп ханағандар. Мұсылман зиратының сонда орынлашуыла, бұшқа ғына түгілдер. Кыпчакская конфедерация, широко раскинувшаяся в степях Азии и Восточной Европы, на юге соприкасалась с Ираном, на севере с Русью, а на западе с Византийской империей. И как результат этого соседства, она именовалась в этих частях света по-разному. Персы именовали ее Дэшты-Кыпчак, то есть Кыпчакская степь, русские – Половецкое поле, а греки и прочие европейцы – страной куманов. В чем причина этих разночтений и есть ли связь между названиями Кыпчак, Половец и Куман, применявшимися к одному и тому же народу? Над этой проблемой размышляло не одно поколение историков. Почему западные источники совершенно не знают имени Кыпчак, зато им хорошо известны куманы? На Западе куманы не только были хорошо известны, но их язык имел статус международного, ибо он был официальным языком мировой державы – Золотой Орды. Именно поэтому в XIV веке был составлен латинско-кыпчакский словарь под названием «Кодекс Куманикус». Что касается соотношения этнонимов «Кыпчак» и «Куман», то в исторической литературе сложилось мнение, что под первыми именовалось население восточного Дэшт и Кыпчака, а под вторыми – западного. Западные источники, греческие, западноевропейские, они не знают слова «Кыпчак». И поэтому население, кыпчакское население полностью вместе с, собственно, самими куманами и кыпчаками называют, соответственно, куманами. Соответственно, и поэтому и возникла такая ситуация, что Восток, зная кыпчаков, говорит о кыпчаках, Запад, зная куманов, говорит о куманах, то есть имея в виду именно всю территорию Дэшта-Кыпчака. Выдающийся арабо-сицилийский географ Мухаммад Аль-Идриси на территории Восточной Европы в Причерноморье, Приднепровских и Донских степях упоминает страну Кумания. Однако на этой же территории русские летописи помещают так называемое Половецкое поле. Стало быть, половцы и куманы соответствуют друг другу. Название половцы производное от старославянского слова «полова», то есть солома. Половый значит желтый или светлый. Следовательно, русское слово «половец» переводится как «блондин». Это вовсе не значит, что русские люди, впервые столкнувшись с блондинистыми кыпчаками, назвали их половцами по цвету волос. На самом деле название «половцы» является калькой, то есть буквальным переводом на русский язык тюркского этнонима «Куба». Таким образом, название племен Куба, обитавшего близ границ Руси и Византии, стало собирательным термином для всех кыпчакских племен западного Дэшт и Кыпчака.
По мнению венгерского тюрколога Юлиуса Немета, название Кубан образовано от корня «куба», то есть «светлый», и от именного суффикса «н». В результате характерного для тюркских народов чередования звуков «б», «и», «м», например, «бурун-мурун», то есть «нос», этноним Кубан трансформировался в Куман. Арабский космограф XIV века Шамс ад-Дин Димашки, фиксируя этнический состав Дешты Кипчака, писал: племя Кипчак состоит из тюркских родов Барку, Туксаба, Исаба, Барат, Илярас, Бурдж-Аглу, Манкур-Аглу и Ямак. И среди них имеются более маленькие племена. Это Так-Башкурт, Куманку, Бузанку, Баджия, Карабурикли, Аз, Джуртан. Если переложить сведения Димашки на карту, то получим следующее. Племя Ямак обитало на Иртыше, племя Так-Башкурт, то есть горные башкиры, на Урале, племя Таксаба в степях Дона и Волги, племя Бурдж-Аглу или Бурчевичи, согласно русским летописям, обитало в низовьях Днепра и в Крыму. Племя Карабурикли или Черные Клобуки русской летописи на границе Руси. Племя Куманку, они же Куманы, по всей видимости обитали на самом западе Дешт и Кыпчака. Естественно, большие контакты они имели с Византией, нежели со славянами, с восточными славянами. Поэтому и в историю ими вошли и они именно по тому, как их называли греки, как их называли византийцы, именно куманы. Некоторые куманские орды переправлялись через Дунай и вступали на территорию Болгарии, которая в XII веке находилась под властью Византийской империи. Болгары тяжело переносили вынужденное подчинение грекам. Они помнили свою тюркскую доблесть своих воинственных вождей. Хана Аспаруха, основателя болгарского каганата, хана Крума, который убил византийского императора Никифора, а из его черепа соорудил себе кубок. Хана Симеона, который стал первым болгарским царем, то есть цезарем, равным по статусу императором Византии. Недовольство болгар было поддержано военной силой кыпчаков. Было поднято восстание, и вскоре во главе возрожденного Второго болгарского царства встала династия Осеней. Осени – болгарская династия куманского происхождения. Основатель Иван Осень. По мнению тюрколога Клешторнова, Осени связана своим происхождением с тюркской династией Ашина. Правителя Иоанна Осения III называли государем греков и болгар. Однако с нашествием монголов, естественно, это пришло в упадок. В 1205 году, после взятия Константинополя войсками Четвертого крестового похода, император Латинской империи Балдуин решил наказать схизматиков болгар. Он собрал армию и осадил Адрианополь. Болгарский царь Калаян во главе 40-тысячной куманской конницы атаковал крестоносцев и на голову их разбил. Император Латиниан угодил в плен, а балканское православие было спасено от католического порабощения. Второе болгарское царство, во главе которого также стояли Осени, просуществовало вплоть до османского завоевания 1396 года. Но вернемся в Куманию. Арабо-сицилийский географ Мухаммад Аль-Идриси среди куманских городов называет Сардак, современный Судак в Крыму, Баруш, Баруч на Украине, Канниюф, современный Канев, а также Матраха, она же Таматарха или Тьму-Таракань, существовавшая на территории современной Тамани. Все эти города описываются как богатые торговые центры, в которых, по словам Идриси, зерна было в изобилии. Однако мирной и благополучной жизни вскоре пришел конец. В Деште Кипчак вторглись монголы. В битве при Калке в 1223 году монголы разбили русское войско и кыпчаков племени Таксаба.
Последние во главе со своим ханом Акубеком двинулись на запад и потеснили другое кыпчакское племя Дурут, которым владел хан Катян. Между двумя группировками куманов развернулась междоусобная война. Этим воспользовались монголы и разгромили своих соперников по обладанию Великой степью. После монгольского разгрома куманы рассеялись по разным уголкам земли. Одни оказались в Египте, куда были проданы как рабы, и где пополнили корпус мамлюков. Известен, например, мамлюкский эмир Аль-Кумани. Поколения Куба в XIX веке были зафиксированы в составе казахов и кыргызов. Другая, до ныне существующая часть этого племени оказалась в Башкирии. В составе башкирской родовой номенклатуры их наименование сохранилось в древней, изначальной форме Куба или Хыбау, а не в форме Кубан или Куман. Так или иначе, при фиксации родовой структуры башкирского народа в XVIII веке русским историком Петром Рычковым, кубовский аймак оказывается в составе крупного объединения Минг. 18 буаттың нейінде Петр Паллас рус саяхатшысы узып кете һәм анда ошо Кубау авылында туктап кете һәм ошо Кубау авылының халкының нинди шөгыльләре белән кызыксынып ките һәм уларны әйтеп китә инде. Улар бик оста кортчылык белән шөгыльләнүче һөнәрләре булган, малчылык белән шөгыльләнгәннәр. Оста игенче дә булганнар дигән тарих язмаһы торып калдырганнар. Демәк, халкыбыз безнең шунда тырыш хезмәт иткәннәр. Село Старокубово является коренным юртом рода Кыбау. Именно отсюда кубовцы выселялись в разных направлениях, основывая новые селения. Мин шу авыл кешемен, шунда туганмын. Был безнең борынгы Кыбау авылы, Белүемсә, үземнең эзләнүләрем буенча, минең олатаем Тәкәй. Ошо авылда 1602 елларда туган дип фараз ителә. Әгәр дә ул ошо авылда 1602 елда туган икән, тимәк уның бында ата-әсәһе, бәлки олатайлары яшәгәндер. Шуның өчен бүген тарихи документлар буенча авылдың ничә ел икәнлеген әйтеп булмай. Дөрес итеп. Әмма ләкин бына минең фаразлавымса, ул 1602 елдан да хуң барлыкка килмәгән. В начале XVIII века часть кубовцев переселяется на запад, на земли башкир Улуса Канглы, на территорию современных Буздякского и Туймазинского районов. Кыбаулар күченеп отыруының тарихы шундайрак. Безнең каңны ерләрен күпләп тартып ала башлагасын. Урыс крестьяннарын китереп тутыралар монда. Күчмә тормыштан күчерәбез дигән сылтау белән. Кан кыйшлар да күп була. Шуан каңны үзенең җирләрен югалтмас өчен тугандаш халыкларын, башкортларны чакырып китерәләр. Бу җирләрне безнең халыкта ихлас биргән аларга Кәпәй авылы килеп урнаша, Кәпәй дигән җитәкче аркасында Кыбаулар килеп урнашалар. Шу тирәдәге авылларны бары да Кыбаулар биләгән. Менә безнең авылдан төньяктагы җирләрне Кыбаулар биләгән җир. Безнең халык бирә. Сахаутдинов Ихьяр абый тарафыннан язып алынган легендада безнең Кәпәй Кыбау авылы кешеләре Иглиннан күчеп килгән дип әйтә, Иглин Кыбаудан килгән дип әйтелә инде. Азактан каңлы башкортлары белән туганлашып, зур күләмле җирләр алып, авылларга нигез салулары турында әйтелә. Ул авылларның иң зурысы Кәпәй Кыбау. Берсе Туймазы районында урнашкан Арсланбәк, Казаклар Кыбау, Батырша Кыбау, Киләкәй Кыбау. Земли кубовских башкир находились между владениями родов Минг и Кудей, между реками Ак и Дель, Уфа и Сим.
Кубовцы были участниками многих восстаний. В 1736 году уфимский воевода Мерзлюкин отправляет крупный отряд правительственных войск под командой майора Ртищева в Кубовскую волость для поиска над повстанцами, с которыми ворами и бунтовщиками февраля 14-го дни у вышеупомянутого майора Ртищева под деревней Средний Кубов, что от Уфы в 30 верстах, был немалый бой, докладывал Мерзлюкин кабинету министров. Отряд Ртищева понес чувствительные потери и был вынужден отступить. Кубау һәм шайтан көдей волостарының баш старшинаһы булып торган. Әлбиттә, Юлайда, Салаватта, Кубауда булмаган дип аратлау ул хата булыр инде. Үз авылында старшина булмай мөмкин түгел. В 1773 году вспыхнула пугачевщина. Башкиры-кубовцы, будучи общинниками Кудейской волости, вошли в состав отрядов своего старшины Юлая Азналина и его сына Салавата. Они участвовали во всех сражениях своих знаменитых предводителей. Недалеко от села Новокубово есть урочище под названием Долина Юлая, где, по преданиям, находился лагерь повстанцев. 1774 елда Пугачевсылар Өфе калаһын камауда тоткан сакта Пугачевсыларга ярдәмгә төрле яктан башкортлар килә. Шул исәптән Юлай Азналин үзенең отряды менән Өфене камаучыларга ярдәмгә бара. Өфегә моннан турыга 30 километр, 30 сакрым дип әйтәйек. Ошонда улар ул үзенең отрядын туплаган, төрле яктан килгән башкортларды һәм урын бик уңайлы. Шул сактан бирле бу Юлай сокыры һәм Юлай яланын дип аталып йөртелә. Прошли века. Многое покрылось прахом забвения. Однако, несмотря на ассимиляционные процессы, затронувшие Западный Башкортостан, кубовцы Буздякского района продолжают помнить свою многовековую историю. Біздің Кәпе Кубау ауылы ең бұрынғы ауылдардан санала. Мұнда әлік Кубау башқұрттары яшәгән. Мына біздің ауыл тирәсендә Кәпе Кубау ауылынан башқа Батырша Кубау, Қозақлар Кубау, Әршәмбәк Кубау, Телеке Кубау ауылдары булган. Нашу Кубау ауылдарына соңынан татар халқы килеп кушылган. Хәзерге көндә менә мәктәптә безнең татарча укытыла. Татарча. Ни өчен дигәндә, безнең башкорт халкы ассимиляциягә бирелгән. Башкирский род Кыбау дал республике много выдающихся людей. Одним из них был уроженец села Новокубово Иглинского района, выдающийся певец Магафур Хисматуллин. Безнең тукымыбыз башкорттан дигән фарызлар бар. Минем гыйлемем әлбәттә җитеп бетелмәй. Тарихчы түгелмен, гади генә кешемен. Ну фарызлар бар. Шушы безнең Кыбаулар, Кыбау башкортлардан дигән фарызлар да бар. Хәзер шушыңа бәйләп нәрсә әйтәсе килә? Казан үче башкортчы дигән урамнар бар безнең авылда. Мин лично үзем башкорт урамыннан, башкорт ушыннан. Ягъни мәсәлән, бу тагында исбатлап китә шикелле инде. Башкиры рода Кыбау ныне проживают в селениях Старо- и Новокубово, Субакаева, Сабитова, Товтиманова, Тикеева, Иглинского района, а также в основанном ими же ауле Меликес, ставший впоследствии райцентром Иглино. Западные кубовцы населяют Копей Кубова, Батырша Кубова, Казаклар Кубова, а также Телекей Кубова Буздякского района. В Туймазинском районе их селами являются Арсланбекова, Старо-Арсланбекова и Сайранова. Менің яшьтәргә нәрсә нәмә әйтәсекләр. Беренче, яшьтәр үзләренең үткән тарихын, авыл халкының, авылдың, халыктың тарихын белергә тиеш, телен, халыктың гөреф-гадәтен белергә тиеш. Үзенең буынын бына соңгы елларда безнең Кәпе Кубау авылы халкы әдрәк шәҗәрәсен төзей башланы. Племя Кыбау, башкирские куманы, имеет славную, многовековую историю.
Многое ныне забыто, но многое и осталось. Важно, чтобы современные кубовцы помнили ее и гордились ею. Помнили своих забытых предков, славных куманских ханов и их доблестных воинов, почти 200 лет повелевавших Великой Степью. Покуда сохраняется память о прошлом народа, до тех пор жив и сам народ.